Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? В начале урока хочу попросить вас ставить лайки, если вам понравится урок, подписаться и оставлять комментарии. Заранее благодарю вас и желаю успехов. Сегодня мы начинаем изучать большую и важную тему – склонение притяжательной формы. Притяжательная форма является основой грамматики казахского языка. Она играет ключевую роль не только в построении существительных, но и тесно связана с глаголами и причастиями. Без использования притяжательной формы невозможно полноценно выразить смысл высказывания. Предложения без нее кажутся блеклыми и неполными. Сегодня мы остановимся на склонении существительного в притяжательной форме. Сонымен бізде бүгін 91-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тәуелді септеу атау септік жекеше түрі, склонение притяжательной формы, именительный падеж, единственное число. Менің ағам, сенің ағаң, сіздің ағаңыз, оның ағасы. Мой брат, твой брат, ваш брат, его брат. Менің үйім, сенің үйің, сіздің үйіңіз, оның үйі. Мой дом, твой дом, ваш дом, его дом. Рассмотрим примеры в простой форме и в притяжательной форме. Кітап сөреде тұр. Книга стоит на полке. Менің кітабым сөреде тұр. Моя книга стоит на полке. Сенің кітабың үстелдің үстінде жатыр. Твоя книга лежит на столе. Сіздің кітабыңыз сумкеде жатыр. Ваша книга лежит в сумке. Оның кітабы менде қалды. Его книга осталась у меня. Зададим теперь вопрос к существительному от глагола. Тұр не кітап? Тұр не кітабым? Хоть слово стоит в притяжательной форме, к нему задается вопрос не. Жатыр не кітабың? Жатыр не кітабыңыз? Қалды не кітабы? Хотя выделенные слова имеют разные окончания, все они отвечают на один вопрос «не». Все слова стоят в форме именительного падежа, но с притяжательными окончаниями. Притяжательные окончания не изменяют падеж. Они показывают лишь принадлежность предмета к лицам и выполняют роль подлежащего в предложении. Из этого следует сделать вывод, что атау септік в именительном падеже имеет 5 форм. Одну простую форму и 4 притяжательные. И, следовательно, слова во всех падежах в казахском языке имеют 5 форм. Вопросы именительного падежа в притяжательной форме. Кімім, кімің, кіміңіз, кімі, нем, нең, неңіз, несі. Правила притяжательной формы в казахском языке распространяются не только на спрягаемые слова, но и на вопросительные слова тоже. Это значит, что вопросы также могут принимать притяжательные окончания по лицам, в зависимости от того, к кому относится вопрос. Все вопросы переводятся на русский язык одним словом «кто» в первом столбике и во втором примере «что». Обычно вопросы в притяжательной форме используются, когда речь идет о родственных, социальных или личных отношениях. Иными словами, когда хочется установить личную связь между двумя людьми, кем один человек приходится другому. Бұл менің кімім? Бұл менің інім. Кто он мне? Он мой братишка. Бұл сенің кімің? Бұл сенің сіңілің. Кто она тебе? Она твоя сестренка. Бұл сіздің кіміңіз? Бұл сіздің ұлыңыз. Кто он вам? Он ваш сын. Бұл оның кімі? Бұл оның қызы. Кто она ему? Она его дочь. Вопрос не с притяжательными окончаниями теоретически может задаваться к словам, обозначающим неодушевленные и одушевленные предметы, животные, птицы и так далее, кроме человека. Но в реальной речи такие формы встречаются крайне редко и в основном используются в учебных целях по грамматике языка. Поэтому ограничимся лишь образцом спряжения вопросительного слова «не» по лицам. Бұл менің нем, бұл менің кілтім. Бұл сенің нең, бұл сенің кілтің.
Бұл сіздің неңіз, бұл сіздің кілтіңіз. Бұл оның несі, бұл оның кілті. Что это? Это мой ключ. Что это? Это твой ключ. Что это? Это ваш ключ. Что это? Это его ключ. В каком бы лице ни стояло слово, вопрос к нему всегда задается от третьего лица. Бұл кімнің дәптері? Бұл менің дәптерім. Это чья тетрадь? Это моя тетрадь. Бұл кімнің кітабы? Бұл сенің кітабың. Это чья книга? Это твоя книга. Бұл кімнің телефоны? Бұл сіздің телефоныңыз. Это чей телефон? Это ваш телефон. Бұл кімнің түймесі? Бұл оның түймесі. Чья это пуговица? Это его пуговица. В русском языке к словам не добавляется никаких окончаний, а в казахском языке к словам обязательно добавляются окончания. В данном случае окончание третьего лица. А в этих примерах добавлены притяжательные окончания. Первого, второго лица вежливой формы и третьего лица. Рассмотрим и общие вопросы к словам в притяжательной форме. Они задаются с помощью вопросительных частиц маме, бабе. К словам в притяжательной форме не используются частицы папе, так как они подбираются к словам, которые оканчиваются на глухие согласные. Ответ на общий вопрос начинается со слова «я» в утвердительной форме и со слова «жоқ» в отрицательной форме. Так, прочитаем примеры. Бұл менің дәптерім бе? Я. Бұл сенің дәптерің. Бұл сіздің көзілдіріңіз бе? Я, менің көзілдірігім. Мынау сенің сөмкең бе? Жоқ, ол оның сөмкесі. Мынау Дананың қаламы ма? Жоқ, ол менің қаламым. Это моя тетрадь? Да, это моя тетрадь. Это ваши очки? Да, это мои очки. Это твоя сумка? Нет, это ее сумка. Это ручка Даны? Нет, это моя ручка. В качестве дополнительных примеров инфинитива в форме именительного падежа атау-септік хотелось бы привести казахские пословицы. Пословицы, как известно, являются отражением языка, менталитета и культуры народа. Именно в них проявляется народная мудрость, отношение к труду, знаниям, доброте и жизни в целом. Мақалдар пословицы. Оқу инемен құдық қазғандай. Учеба, как копать колодец иголкой. Жақсы сөйлеу өнер. Хорошо говорить – это искусство. Тыңдау түсінудің кілті. Умение слушать – ключ к пониманию. Оқуым өмірімнің жарығы. Мое учение – свет моей жизни. Үйрену өмір бойы жалғасатын іс. Учиться – дело, продолжающееся всю жизнь.